Вы смотрите актуальное интервью на телеканале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 1 мая, праздник весны и труда, День международной солидарности трудящихся, отмечается во многих странах мира. В современной России 1 мая отмечается как праздник весны и труда. О том, как в этом году отмечаем праздник и какие требования трудовых коллективов ставят профсоюзы перед работодателями и властями, об этом и не только, расскажет гость нашей студии. Это Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики. Николай Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. 1 мая для профсоюзов – это акция, когда профсоюзы перед органами власти и работодателями ставят условия, требования людей труда. И каждый год это мероприятие проходит под каким-либо лозунгом. Скажите, под каким лозунгом в этом году будет проводиться 1 мая? Ну, вообще 1 мая для нас, 1 мая был и остается Международным днем солидарности трудящихся, хотя, как и принято сейчас, праздник весны и труда. Ну, мы ежегодно проводится всероссийская акция решением исполкома ФНПР. В этом году оно пройдет под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». Но мы все видим, в каком направлении, и тем более вот эта пандемия прошлого года показала, насколько хрупка и вообще вот сложность трудовых взаимоотношений работодателей, работников. Поэтому и тем более очень большое влияние зарубежных стран, да, через экономические санкции, что привело, конечно же, к кризису в целом экономики. Но мы считаем, что все-таки правительство Российской Федерации, и в том числе у нас в республике, было принято достаточно много мер, но все-таки у нас идет рост безработицы, снижение реальных доходов населения. Поэтому, ну и если мы видим, почему именно справедливости, мы говорим о том, что на нас, мы видим, что все-таки идет несправедливое разделение результатов труда. Ну, это относится все-таки к олигархам, да, которые, ну, если смотреть по последним данным, то у нас разница между богатыми и бедным населением растет в разы. То есть в том числе и с этим вы призываете бороться? Да, конечно. В эти дни по всей стране идет голосование за резолюцию Федерации независимых профсоюзов России. Расскажите, пожалуйста, какие требования профсоюзов страны вы призываете поддержать? Ну вот как раз голосование уже идет с 25-го. Здесь прежде всего, конечно, мы ставим вопрос по росту заработной платы, по индексации заработной платы, в том числе вот и касательно нашей республики, то здесь очень большая идет разрыв по дифференциации оплаты труда. Если у нас основной, ну, взять бюджетную сферу, то указникам, которые, ну, бюджетные работники, которые контролируются майскими указами и прочие, так называемые прочие категории населения, то есть бюджетных работников, к сожалению, вот здесь очень минимальный рост. В этом году всего лишь на 3% с 1 января. В предыдущие годы вообще не было индексации оплаты труда, поэтому здесь есть сложности. Поэтому, ну, прежде всего, конечно же, это рост заработной, индексация заработной платы, ну и вопросы занятости. По прошлому году, особенно вот взять добывающую промышленность, это сокращение более 5000 работников, трудоустроены около 1000. Поэтому и не только в этом, и в бюджетной сфере идут сокращения. Поэтому мы за занятость, за рабочие места и достойную заработную плату. Насколько я знаю, на повестке дня профсоюзов страны сейчас остро стоит поддержка северян, проживающих в, ну, скажем так, в очень суровых условиях. Выдвинут лозунг о возврате льгот жителям северных территорий и приравненных к ним местностям. Какие сейчас мероприятия, какие действия по данному вопросу происходят? Ну, я и ранее говорил, мы не снимаем с повестки дня, это возврат прежнего пенсионного возраста жителей Крайнего Севера. И как раз это нашло отражение вот недавно прошедшем решении Генерального совета ФНПР. И отдельно
также принято решение, что на следующем Генеральном Совете будет рассмотрен отдельный вопрос поддержки северян, северных льгот, которые и ранее были, и которые есть, но не все выполняются. Поэтому особое внимание, и не только Генеральный Совет, а в целом мы регионы, северные регионы, об этом настаиваем. Ну, давайте перейдем к Якутии. Кроме вот этих северных регионов, которые мы только что затронули, какие сейчас вопросы стоят на повестке, на профсоюзной повестке наиболее остро, касающиеся нашей республики? Я уже затронул эту тему. Да. Самым острым, на наш взгляд, это дифференциация оплат труда. Поэтому мы, когда принимался бюджет, этот вопрос и ставили перед правительством. Председатель правительства обещал вернуться к рассмотрению данного вопроса при корректировке бюджета этого года. Все-таки, на наш взгляд, мы должны еще раз вернуться к индексации оплат труда работников бюджетной сферы. Ну и то, что также по занятости, парламентские слушания прошли по занятости. Мы ставили вопрос, конечно же, обращения внимания на возврат, то есть восстановление тех работников, которые потеряли работу в эти годы, связанные и с коронавирусом. Также предложили вообще объявить мораторий по сокращению рабочих мест в сельской местности. Потому что в действительности у нас, если взять по рынку труда, где у нас безработица, это, конечно, в сельской местности. Ну и обратить особое внимание и выделить достаточно средств на реализацию активной политики занятости. Это и создание рабочих мест, это и трудовая мобильность, это устройство наших граждан, местных граждан, промышленных предприятий республики. Давайте вернемся в прошлый год, который внес очень серьезные коррективы в нашу повседневную жизнь, в рабочую жизнь, в том числе взаимоотношения работодателя и работника в плане перевода на дистанционную работу. Был принят специальный закон, поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие эти отношения. Но, как обычно, что-то новое всегда очень сложно контролировать. Расскажите, пожалуйста, об этом, как велся контроль вот таких взаимоотношений трудовых. Были ли какие-то моменты спорные, когда приходилось отстаивать права работника? В общем, об этом. Да, в действительности жизнь показала, что мы не готовы были к данной ситуации, и законодательно в том числе, поэтому совместно с фракцией «Единая Россия» и Федерация профсоюзов вплотную занималась данными проблемами. И уже когда разрабатывался закон, в основном предложения Федерации независимых профсоюзов России были уже услышаны и поддержаны. Поэтому хотим сказать, что внесение изменений в Трудовой кодекс прошло в том числе и по инициативе Федерации независимых профсоюзов России. Но как это контролируется? Конечно, это уже реализация на местах. Закон уже вступил в силу, поэтому мы разработали наши рекомендации для первичных профсоюзных организаций, какую работу должны провести, как вести переговоры с работодателями. Мы настояли на том, чтобы в коллективных договорах было отдельное положение о дистанционной работе, потому что ранее в законодательстве было только о постоянной дистанционной работе, а мы в основном, эта пандемия показала, что в основном применяется временная дистанционная работа, временная. И чтобы это облегчить, все то, что должно быть компенсировано работодателями, но должно быть отражено четко в коллективных договорах. Тогда и в дальнейшем у нас уже будет все справедливо. Но можно сказать, что в целом эти поправки в закон, этот новый закон все-таки соблюдаются, и вопиющих случаев нарушения трудовых прав работников не было. По настоящий момент такого мы не видим, и обращений по таким поводам не было у нас. Первомайская акция «Профсоюзы всей страны» проводится второй год в режиме онлайн. Расскажите, как она будет проходить в этом году? Да, к сожалению, мы очень надеялись, что в этом году мы, как и привычно, проведем митинги и шествия, но,
К сожалению, эпидемиологическая ситуация этого нам не позволяет. Но в любом случае первомайские акции пройдут. Прежде всего, как я уже говорил, мы с 25-го уже участвуем в голосовании за резолюцию ФНПР. Кстати, и также оно будет рассмотрено на республиканской трехсторонней комиссии. Ну и также хочу сказать, что у нас это пройдет как мероприятие запланировано. Прежде всего, это наши агитационные плакаты, это флешмобы, конкурсы для трудовых коллективов. Все это, как и в прошлом году, надеюсь, все это пройдет. Ну и главное, то, что хочу сказать, это все-таки наша резолюция. Ну, здесь есть нюансы. Принято решение, что там голосуют все-таки через первичные профсоюзные организации. И ну, однозначно резолюция должна быть рассмотрена сперва трудовых коллективов, а потом уже решение трудовых коллективов по решению ну, представителей работников, это правкомы, должны уже принять участие в голосовании. У нас в республике более 2900 первичных профсоюзных организаций. Я призываю всех активно принимать участие. Ну, давайте напоследок такой вопрос. Грядущие 10-дневные, кому-то рабочие, кому-то выходные дни. Есть ли какие-то, может быть, моменты, которые профсоюзы особенно должны проконтролировать? Все-таки будут начислять людям заработную плату, не будут начислять в двойном размере, в тройном, может быть, кому-то. Как быть здесь? Ну, здесь сложности есть. Трудовое законодательство не предусматривает нерабочие дни. Ну, мы-то думали, что это все-таки в связи с пандемией будет разовым, но вот ситуация опять же показывает, к сожалению, мы этого не учли в поправке Трудовой кодекс, но уже мы разъяснение и органов власти также дали. Это нерабочие дни, это не выходные и не праздничные, поэтому в одинарном размере. Но по кругу лиц, которые будут работать в эти дни, будут определять работодатель. Но прежде всего это те службы, которые необходимы каждодневно работать. И здесь действительно вот такая ситуация есть. Поэтому ну, пока у нас таких обращений нет, ну, за разъяснением, да, обращаются. И на нашем сайте это все есть. Можете, любой человек может это все посмотреть. Николай Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго и с праздником. Спасибо. С праздником всех. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня гостем нашей студии был Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов республики. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.